Часть выступления Эмомали Рахмона на встрече лидеров стран Центральной Азии была секретной. Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили состояние и перспективы отношений. В Турции пройдут 5-е исламские игры солидарности. В Европу из Украины завозят контрабандное оружие. Часть выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече лидеров стран Центральной Азии в кыргызском курорте Чолпан-Ата прошла в закрытом режиме. Причины такой конфиденциальности в пресс-службе администрации президента Кыргызстана не объяснили, сообщает кыргызский новостной портал вести.кг. Некоторые СМИ пишут о том, что секретная часть выступления Эмомали Рахмона была посвящена ситуации в Афганистане, а также последним событиями на востоке самого Таджикистана, где в Горно-Бадахшанской автономной области в мае-июне 2022 года в ходе подавления протестов были убиты десятки жителей, в том числе несколько неформальных лидеров этого автономного региона. Были задержаны более 120 жителей Гбау, в том числе и по подозрению в сепаратизме. В открытой части своего выступления в Чолпан-Ате президент Таджикистана отметил опасность радикального экстремизма для стран Центральной Азии, а также призвал продолжить внимательно наблюдать за происходящими событиями в Афганистане, отметив их опасность для стабильности региона. Эмомали Рахмон заявил, что руководство движения «Талибан» проводит агрессивную политику дискриминации различных этнических групп и жестокого религиозного консерватизма. При этом отметил, что за прошедшее время руководство «Талибана» так и не предприняло шагов для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана в легитимности своей власти, способности контролировать ситуацию в стране и обеспечить безопасность граждан, решать возникающие социально-экономические вопросы. Напротив, вопреки обещаниям и заверениям руководства Талибана, всячески препятствует созданию правительства с широким участием всех политических и этнических сил, отметил глава Таджикистана. Таджикистан является сторонником инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, в котором таджики Афганистана займут свое достойное место. Эмомали Рахмон раскритиковал Талибан за то, что проводит политику жестокого религиозного консерватизма, вводя в стране новые запреты и ограничения. События, происходящие в Афганистане, по мнению таджикского президента, могут оказать негативное влияние не только на Центральную Азию, но и привести к изменению геополитического баланса и сил на всем Евразийском континенте. Состояние и перспективы отношений в различных сферах между Таджикистаном и Кыргызстаном накануне в Чолпан-Ате обсудили Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. По данным пресс-службы президента Таджикистана, они были едины в том, что консультативные встречи глав государств Центральной Азии способствуют становлению в регионе новой атмосферы взаимодействия. В двухсторонних отношениях важным было признано выстраивать конструктивный диалог на основе уст дружбы и добрососедства. Они высказались за решение всех вопросов с учетом интересов сторон исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами. Президенты договорились активизировать деятельность существующих механизмов двустороннего взаимодействия, в том числе работу межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Таджикистана и Кыргызстана. Также главы государств подчеркнули важность согласования использования водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях и активизации сотрудничества в этом направлении. Достигнута договоренность возобновить работу межведомственной таджикско-кыргызской рабочей группы по рассмотрению двухсторонних вопросов, связанных с использованием водных ресурсов. В турецком городе Коня с 9 по 18 августа пройдут 5-е исламские игры солидарности. В этих соревнованиях примут участие около 3500 спортсменов из 56 стран мира. Они будут бороться за 483 медали. В играх также примет участие олимпийская сборная Таджикистана. Спортсмены будут соревноваться в 23 видах спорта. На играх также будут проведены соревнования паралимпийцев по параспорту. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Таджикистана, сборная страны примет участие в дзюдо, карате, борьбе и традиционной стрельбе из лука. В качестве рефери на играх примет участие один из лучших спортивных специалистов, международный судья олимпийской категории по вольной борьбе Хабибулло Нарзуллоев.
В рамках игр также пройдет очередное заседание Генеральной Ассамблеи Федерации исламских игр солидарности, в работе которой примет участие генеральный секретарь НОК Таджикистана Мухаммадшо Абдуллозода. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Таджикистана, полный состав сборной Таджикистана на предстоящую Исламиаду пока не сформирован окончательно. Ожидается, представлять страну поедут более 30 спортсменов. Игры исламской солидарности – это международное спортивное мероприятие, включающее лучших спортсменов из стран организации «Исламская конференция». Криминальные сети занимаются контрабандой значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов из Украины в страны Европейского Союза. Об этом говорится в конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза, направленном в Совет ЕС, сообщила об этом немецкая общественно-правовая медиакомпания СВР. Доклад содержит информацию о последствиях войны в Украине и террористических угрозах для Евросоюза. Согласно этим данным, правоохранителям известен ряд случаев, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды. По сведениям Европола, часть стран, принявших большое количество беженцев, опасаются, что некоторые из них носят с собой огнестрельное оружие для самообороны. В полиции также подозревают, что часть украинцев провезла вооружение через границу для продажи или обмена на товары либо услуги. В частности, сообщается о случаях, когда оружие могли оплачивать поездки на такси.